разваливаешься, вот, и все у тебя болит, и все отваливается, и ты старый, дряхлый. Вот этого я не хочу в своем будущем, поэтому я его есть не буду. И мне не хочется есть ничего, что он содержит. Вот, соответственно, я не ем мясо, не ем жареное, жирное, все, что вот, глядя на что, мне не хочется. Вот не хочется, и все. Вот как объяснить человеку, который постоянно сидит на диетах, во всем себя ограничивает, это называется осознанность, это сила сознания. Когда твое сознание берет верх над твоими инстинктами, и тебе перестает хотеться того, что тебя убивает, что тебя делает больной, вялой, безжизненной, и, собственно говоря, полный. Но когда я отказывалась от этих продуктов, меньше всего думала о том, что я от этого похудею. Скорее, это был побочный эффект. У кого проходили регрессию? Хочется проверенного человека. Я проходила у 2 девушек, 2 женщин. Вот. Про одну я уже говорила. Неоднократно писала посты, про вторую нет, не говорила. Но вообще, на самом деле, регрессологов достаточно. Вот. И тут даже я бы не сказала, что важно, несомненно, важно, кому вы попадете, но еще важно, готовы ли вы к этому. Потому что я знаю ряд людей, которым не показана регрессия, которые не готовы к этому, которые недостаточно, что ли. К регрессии надо подготовиться, к этому опыту надо подготовиться, потому что неподготовленный опыт, и я там узнаю свидетельство, этот человек неподготовленный пошел на регрессию, поговорил с регрессологом, прошел ее и в итоге ушел в запой, потому что жизнь говно. Вот. И вообще он решил, что так вот там надо подумать, что-то поразмыслить, куда-то там, в общем, повернуть. Он не туда свернул, не так живет. И вот его психика оказалась к этому неподготовленной, и он ушел в запой. Вот. Такие бывают истории. Бывает, когда человек просто говорит, да, фигня все это, и живет дальше. Хотя пару таких девушек потом признавались мне, что фигня фигней, но изменения в жизни стали происходить. Вот. Что у вас есть из Том Форда и Байре, да? Это надо идти. Сейчас даже не покажу. Но Том Форд, мне кажется, у меня уже весь почти есть. А из Байреда у меня есть... Был в Отливантах Бланш, я очень его люблю. И Роза ничейной земли, Роза Мэнс Исланд, как-то так, Айленд. Куда делись ваши пышные груди? Все. Пышные груди ушли вместе с лишними килограммами. Сила воли, чтобы похудеть, где взять? Нигде. Не стоит худеть, применяя силу воли, потому что сила воли – это насилие над организмом. Потому что если вам приходится себя заставлять держать в ежовых рукавицах, то это насилие над собой. Вот. Худеть и жить надо без насилия, в любви, в согласии с самим собой. Поэтому оставьте свою силу воли для каких-то достижений в карьере, где надо, терпеть трудности, преодолевать препятствия. Вот. В похудении силу воли не надо применять. Я, как человек, который проходил и много раз уже ошибался на этом поприще в своей юности, хочу сказать, что не надо применять силу воли для того, чтобы похудеть. Надо просто осознанно подойти к этому процессу. Как сохранили форму груди при преображении? Никак, не знаю, нет никаких средств. Наверное, просто любила. Просто любила и восхищалась. И она более-менее не потерялась. Может, генетика такая, не знаю.
Почему не охомутаете доктора Эда? Вместе вы классная пара. А с чего вы решили, что вместе мы классная пара? Вот скажите, но если внешние, скажем так, внешние люди вам кажется подходят друг другу, да, на этом должны строиться какие-то отношения или что? Есть же такая вещь, как искра, да, есть же такая вещь, как судьба, как не знаю, там, сексуальное притяжение. Есть такая вещь, как подходят люди друг к другу или нет. Мы можем быть отличными друзьями, например, вот с моими подругами, да, я очень их люблю, мы друзья. Но с некоторыми, если бы я начала жить, мы поубивали друг друга. Но нужно же как-то разделять, что есть люди, которым суждено быть вместе, а есть людям, которые друзья. И как можно судить о людях по изображениям в Инстаграме? Ну как? Вы так подходите друг к другу. Это кто решил? Откуда вы знаете, как мы подходим друг к другу? Откуда вы знаете, что нам нравится в личном плане? Откуда вы знаете, с кем нам будет хорошо? Может быть, мне будет хорошо с человеком, который просто рядом со мной будет выглядеть как я не знаю, как Кощей. Вот. Или наоборот. Может быть, мне будет хорошо с человеком, который вообще не будет вписываться в общепринятые стандарты. И мне будет с ним хорошо. Только я решаю, с кем мне хорошо, а не то, как мы смотримся и подходим ли мы друг к другу. Вот. С Эдуардом мы друзья уже больше 15 лет. И каждый раз, когда я выставляю наши совместные фотографии, начинается вот эта вот истерия. Сойдитесь, будьте вместе. Мы 15 лет не сошлись. Вы что думаете, что сейчас вот взяли такие, как в фильмах голливудских, раз такие подумали, а что это мы 15 лет тут с тобой дружим? Вот, собственно, и сошлись такие. Нет, мы не сойдемся. Это уже тему можно прекратить муссировать. Так, питание, вес. Не пора ли завести лапочку-дочку? А где есть магазин, где можно завести лапочку-дочку? Питомник дочек. Где взять? Пришла такая, ой, что-то пора уже завести лапочку-дочку. Можно выберу? У вас какие есть? Ну, заведу когда-нибудь, если Бог даст. Арома палочки стоят во всех комнатах? Да. Я люблю ароматы, и поэтому у меня по всей квартире, везде, на каждом удобном месте стоят эти пахучки. Вот. И когда ходишь из комнаты в комнату, меняются зоны, разные запахи. Так, тут у нас мужчины вовсю орудуют. Вот. Где цепочку покупали? Эту цепочку мне подарила моя помощница. Вот, она именная. Там кое-что написано для меня. Это бычок. Видите? Бык тупогуб, тупогубенький бычок. Вот. Молочные ли я ем? Да, я люблю молочку. Несмотря на то, что, конечно, я слышала, что она не очень полезна. Вот. Ну и всяческие рассуждения на этот счет. Но я считаю, что в умеренном количестве она не вредна. Во всяком случае, у меня нет аллергии на лактозу. И я ем творог, ем ряженку. Вот и сыр. И топленое масло. Анфиса, было так, что купили то, что сильно хотели, а в итоге разочаровались. Ну, почти всегда так бывает. Очень часто так случается, что я что-то покупаю с парфюмом, бывает, ну, с чем угодно, вообще с чем угодно. Но я считаю, что вещи должны приносить радость, и поэтому сразу же их передариваю. Вот, мне вот ни секунды не могу оставлять рядом с собой вещь, которая мне не подошла или не понравилась. Вадик Шмелев, привет. Пишет, у меня питомник дочек 4. Беру одну, отложите, заверните мне. Это режиссер. У него недавно вышел фильм, в котором снимался мой бывший муж, когда мы еще, кстати, были вместе.